Таджики, внимание, новые законы. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что нужно знать каждому из нас. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. В Министерстве внутренних дел России раскрыли подробности режима контролируемое пребывание мигрантов в стране. Так, иностранцам установят ограничения на смену места жительства. Они должны будут также посещать контролирующие органы или подтверждать свое пребывание в электронном виде, отметила начальник ГУВМ МВД Российской Федерации Валентина Казакова. Кроме этого, вместо депортации и выдворения в стране планируют ввести одну процедуру – высылку. Институт нежелательности перебывания будут применять к иностранцам, находящимся за пределами России или местонахождение которых неизвестно, добавила Казакова. Напомним, режим контролируемое пребывание предусмотрен в рамках административного надзора. Он станет одной из составляющих миграционного законодательства. О нововведении стало известно в конце мая 2021 года. Правила будут соблюдать не все иностранцы, а только те, кто не имеет права находиться на территории Российской Федерации, но вынужден остаться в стране из-за сложившихся обстоятельств. В МВД подчеркнули, что такая мера позволит повысить безопасность и соблюдение закона в миграционной сфере. Ранее в ведомстве предложили изменить порядок пребывания граждан других государств, которые приехали работать в Российскую Федерацию. Для них планируют ввести 3 миграционных режима: краткосрочное пребывание 90 дней, долгосрочное до полугода и постоянное проживание. Разрешение на временное пребывание будет отменено. Как вам такие нововведения? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также России не нужны нелегальные мигранты. Об этом в беседе заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. По его словам, с правонарушителями поможет бороться прозрачная и четкая миграционная политика. У нас сегодня трудовых ресурсов не хватает в стране. У нас все мигранты уехали, а строить кому на стройке? Стоимость рабочих выросла в 1,5-2 раза. Стоимость материалов подорожала, в том числе металл. Значит, мы знаем почему, мы понимаем это. Чисто спекулятивный, вот так, да. Чисто спекулятивный интерес производителей и перепродавцов. В Россию должны ехать люди, которые владеют русским языком, проработают тут минимум 5 лет, будут официально платить налоги. Таких мигрантов мы ждем, а нелегалы и теневики нам не нужны. Я первый борец с ними, подчеркнул Хуснуллин. По его мнению, из-за иностранцев, не желающих находиться в стране законно, теряется качество работы. Также это лишняя головная боль. Вице-премьер Российской Федерации заявил о необходимости возвращать в Россию соотечественников, которые уехали в дальнее зарубежье, и привлекать на работу белорусов, украинцев, русскоговорящих из стран Балтии. Трудоустройство в стране заинтересует граждан при повышении зарплат и достойных условий жизни. Недостаток кадров, например, на стройках, можно восполнить за счет привлечения заключенных, считает Хуснуллин. Он сказал, что до 2020 года в строительной сфере Российской Федерации работали более миллиона мигрантов, однако пандемия коронавируса ограничила пространство для маневра. В реальности мигрант работает по 12 часов за деньги, которые мы платим россиянам за 8-часовую смену. И где прикажете мне брать людей? Задался вопросом вице-премьер. По словам Хуснуллина, повышение стоимости рабочей силы отражается на конечной стоимости жилья. Проблему нужно решать пошагово. Главный резерв – повышение производительности труда, заключил вице-премьер Российской Федерации. Мигранты, уехавшие домой до пандемии, потом не смогли вернуться, и надо заменять уже своими людьми. И они намного дороже, в 1,5-2 раза. И мой вопрос, я его повторяю: а качество лучше 1,5-2 раза? Или такое же? Или они хуже работают? Вот это вам наверняка ясно. К сожалению, качество практически не поменялось, но и могу прямо сказать, конечно, нам не очень нравится, когда у нас на стройках работают гастарбайтеры. Но... А как вы думаете, у России есть будущее, как у страны, принимающей мигрантов из Таджикистана? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!